Добрый день, уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые члены Общественной палаты. Мы сегодня начинаем расширенное заседание Совета Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И по плану у нас два вопроса. Это первый вопрос – обсуждение доклада о состоянии и развитии конституционного законодательства Республики Саха-Якутия. И второй вопрос – разное и обсуждение. Коллеги, есть коллеги, члены Совета Общественной палаты. Какие могут быть предложения, дополнения? Да. Давайте тогда начнем по повестке. Хорошо, спасибо, коллеги. Ну, у нас стало такой доброй традицией проводить обсуждение, широкое обсуждение доклада о состоянии и развитии конституционного законодательства Республики Саха-Якутия совместно на площадке Общественной палаты. И сегодня Конституционный совет нашей республики очень активно работает с нашей Общественной палатой. У нас есть соглашение, согласно которому мы вместе работаем. И мы тоже благодарны, что мы тоже проводим свои мероприятия на площадке Конституционного совета республики. И на нашей площадке тоже проводятся такие мероприятия. И сегодня мы заслушаем информацию Ефимова Алексея Михайловича об основных тезисах доклада о состоянии развития конституционного законодательства Республики Саха-Якутия за 2023 год и о практике взаимодействия с Общественной палатой Республики Саха-Якутия. Сейчас мы живем в такое сложное время, которое с каждым, прошлый год, вы знаете, очень большие вызовы были определены перед нашей страной, перед нашей республикой. И поэтому совершенствование и развитие законодательства, конституционного законодательства республики, оно должно уже идти, может быть, уже более быстрыми темпами. И вот с этим у нас очень хорошо справляется наш Конституционный совет, который активно работает, и мы все видим, как они работают, и благодаря нашему соглашению мы активно сотрудничаем. Разрешите слово представить Ефимову Алексею Михайловичу, заместителю председателя Конституционного совета Республики Саха-Якутия. Алексей Михайлович, пожалуйста. Спасибо. Так, микрофон работает, да? Слышно? Угу. Добрый день, уважаемый Николай Дмитриевич, уважаемые члены Общественной палаты и приглашенные. В соответствии со статьей 3 Конституционного закона Республики о Конституционном совете Республики Саха-Якутия нами ежегодно составляется и представляется на рассмотрение республиканского парламента доклад о состоянии и развитии конституционного законодательства республики. Целью этого доклада является обозначение направления совершенствования конституционно-правовой системы нашей республики. Каждый год мы определяем тематику нашего доклада, исходя из закономерностей общественно-политического и социокультурного развития нашей республики на основе предложений органов публичной власти и общественных объединений. Впервые подобный доклад был рассмотрен в Государственном собрании Илтумен в апреле прошлого года. Прежде чем вынести доклад на рассмотрение республиканского парламента, мы проводим его апробацию, то есть обсуждение его выводов, предложений и рекомендаций на различных площадках. Например, на площадке Общественной палаты республики с приглашением заинтересованных министерств и ведомств, а также с выездом в муниципальные образования и так далее. После обсуждения, с учетом поступивших замечаний и предложений, мы вносим дополнения в свой доклад, либо некоторые из них мы учитываем при подготовке доклада следующего года и вообще в своей будущей работе. Например, на расширенном заседании Общественной палаты республики в ходе обсуждения прошлогоднего доклада вами были высказаны в основном 4 предложения. Первое. Изучить отношение коренных малочисленных народов Севера и недропользователей при реализации проекта промышленного освоения природных ресурсов на территориях традиционного природопользования. Второе. Изучить вопросы признания и охраны прав отцов в целях совершенствования конституционно-правовых основ семейной и демографической политики государства.
Третье. Изучить конституционные основы политики в области патриотического воспитания и формирования гражданственности. Четвертое. Рассмотреть вопрос о заключении соглашения между Общественной палатой Республики и Конституционным советом Республики. Все эти ваши предложения и рекомендации нами реализованы. Соглашение с Общественной палатой Республики и нашим госорганом было заключено тогда же весной прошлого года. Актуальные вопросы Арктики и коренных малочисленных народов Севера, а также конституционные вопросы патриотического воспитания и формирования гражданственности исследованы нами и включены в качестве отдельных разделов в докладе этого года. Также из числа рассмотренных на заседании Конституционного совета в прошлом году обращений о даче заключения соответствия республиканских законов на предмет их соответствия Конституции Республики, 3 обращения касались основ семейной и демографической политики государства. Одно из этих обращений было нами удовлетворено, и в соответствии с решением Конституционного совета Республики Госсобрание Интумен в июне прошлого года внес изменения в республиканский закон об охране семьи, материнства, отцовства и детства в республике, приведя его в соответствие с Конституцией Республики. И вот недавно, в начале марта, нами окончена работа по подготовке очередного нашего ежегодного доклада. Это объемный документ, состоящий из 141 страницы текста. Доклад, а также выводы и рекомендации Конституционного совета Республики могут быть использованы в законотворческой деятельности республиканского парламента и учтены в работе органов государственной власти и органов местного самоуправления. Доклад этого года состоит из 4 разделов. Первый раздел доклада посвящен актуальным направлениям развития конституционного законодательства Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Во втором разделе речь идет об участии нашей республики в правовом регулировании общественных отношений в арктической зоне Российской Федерации. Третий раздел доклада посвящен конституционно-правовым основам проведения Года педагога и наставника, а также Года труда в Республике Саха-Якутия. В 4 разделе приведены правовые позиции Конституционного совета Республики в сфере законодательства по охране семьи, материнства, отцовства и детства. Сегодня мы обсудим в основном 3 раздел доклада Конституционного совета, так как невозможно объять необъятное за отведенное по регламенту время. То есть мы обсудим в основном содержание тезисов, содержащихся в 3 разделе доклада, посвященного совершенствованию законодательства в сфере образования, так как 2023 год объявлен президентом России годом педагога и наставника, а также посвященного путям совершенствования трудового законодательства, поскольку этот год объявлен главой Якутии годом труда. Объявление 2023 года годом педагога и наставника является признанием особого статуса педагогических работников. Мероприятия года и педагога-наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя. Первое. Интересной новеллой в сфере образовательного законодательства является внесение изменений в федеральный закон об образовании, в результате чего данный закон об образовании дополнился новой статьей 9.1, в соответствии с которой полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования могут быть перераспределены между ними. Таким образом, регионам предоставляется возможность передания муниципальным образовательным организациям статуса государственных образовательных организаций путем перевода их в ведение субъекта Российской Федерации. По мнению законодателя, это создаст условия для внедрения эффективной региональной модели централизованного управления системой образования в части повышения гарантии реализации права обучающихся на получение образования по основным общеобразовательным программам. Кроме этого, законодатель указывает, что практика перераспределения полномочий с муниципального уровня на региональный позволит повысить прозрачность финансирования системы общего образования и дополнительного образования детей, укрепить финансовую основу деятельности общеобразовательных организаций ввиду уменьшения рисков их недофинансирования, учитывая высокую степень дотационности муниципальных образований.
Несмотря на то, что институт перераспределения полномочий был введен федеральным законом 27 мая 2014 года, до настоящего времени в нашей республике институт перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти не применялся. Полагаем, что субъекты Российской Федерации, в том числе Якутия, будут дожидаться окончательного принятия проекта федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти и с учетом положений этого закона будут принимать решения о полномочиях органов публичной власти в сфере организации образования. Второе. Интересным с точки зрения дальнейшего развития в законодательстве конституционных гарантий на пользование родным языком на свободный выбор языка воспитания и обучения представляется проект федерального закона номер 237-145-8 о внесении изменений в Федеральный закон об образовании Российской Федерации. Целью разработки проекта закона инициатор указывает, что в данный момент вопрос получения образования детьми коренных малочисленных народов, ведущих с родителями кочевой образ жизни, законодательно урегулирован исключительно только на региональном уровне. Так, в Якутии действует специальный закон от 22 июля 2008 года о кочевых школах Республики Саха-Якутия. Таким образом, вопрос закрепления особенностей кочевого обучения в федеральном законодательстве является важным для обеспечения доступности общего образования в субъектах Российской Федерации и расширит возможности получения образования, привычной для детей коренных малочисленных народов в среде. Третье. Исследование конституционно-правовых основ проведения года учителя и педагога показывает, что в рамках совершенствования законодательства в сфере образования конституционный законодатель должен обратить внимание и на Конституцию Республики. Так, согласно статье 22 Конституции Республики Саха-Якутия, согласно которой гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, внешкольного, среднего общего и начального профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. А в соответствии же со статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования. Что касается нижестоящего уровня профессионального образования, то федеральное законодательство упразднило уровень начальное профессиональное образование и вывело его из законодательного оборота. На основании вышеизложенного Конституционный совет Республики рекомендует главе Республики Саха-Якутия, Государственному собранию ИЛПМН и Министерству образования и науки Республики обратить внимание на обоснование, выработку единой позиции и последующего обсуждения вопроса об уточнении конституционных положений в части реализации права граждан на начальное профессиональное образование и соответствующих государственных гарантий, но с сохранением гарантий прав граждан в сфере среднего образования и совершенствованием правового регулирования системы среднего профессионального образования. Четвертое. Говоря о годе педагога и наставника, нам в первую очередь также надо говорить о проблемах воспитания у молодежи чувства патриотизма и гражданственности. Этот вопрос получил особое звучание в связи с началом СВО, то есть специальной военной операции, которая наглядно показала и скрыла имеющиеся проблемы в этой сфере деятельности, в том числе педагогической. Об этом подробно и конкретно говорится в первом разделе доклада Конституционного совета, и там же изложены наши конкретные предложения и рекомендации. Теперь перейдем к подразделу доклада, посвященному году труда. В своем ежегодном послании глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев объявил 2023 год в Якутии годом труда. Главной задачей на предстоящие годы он назвал повышение престижа человека труда, а также повышение компетенций, непрерывное обучение и, как результат, повышение доходов населения. И распоряжением правительства республики утвержден план мероприятий по проведению в 2023 году года труда в Якутии. В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации трудовое законодательство отнесено к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов. Согласно информации прокуратуры Республики Саха-Якутия, в 2022 году прокурорами выявлено более 5000 нарушений в сфере трудового законодательства, в том числе факты несвоевременной выплаты работодателями заработной платы, отпускных, окончательных расчетов, компенсации расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска. А анализ докладов о деятельности уполномоченного по правам человека Республики Саха-Якутия за последние 5 лет свидетельствует о том, что в республике основными проблемами в сфере защиты трудовых прав граждан также являются вопросы заработной платы, законности увольнения, охраны труда, а также проблема квотирования рабочих мест для отдельных категорий населения. В решении указанных проблем главное место, безусловно, занимает совершенствование законодательства, как федерального, так и республиканского. Одной из проблем является противоречивая практика применения районных коэффициентов и надбавок к заработной плате. Так, статьями 315, 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации для лиц, работающих в районах Крайнего Севера, предусмотрено применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, размер которых устанавливается правительством Российской Федерации. Аналогичные нормы предусмотрены законом РФ от 19 февраля 1993 года о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для работников организаций, финансируемых с бюджета субъекта Российской Федерации, указанные гарантии и компенсации устанавливаются субъектами Российской Федерации. Для работников организаций, финансируемых из местного бюджета, устанавливаются органами местного самоуправления, а для работников, не относящихся к бюджетной сфере, работодателями. Между тем, предусмотрено статьей 316 Трудового кодекса акты правительством Российской Федерации до сих пор не изданы, в связи с чем на основании части 1 статьи 423 Трудового кодекса продолжают применяться ранее изданные правовые акты органов государственной власти РСФСР или бывшего СССР. Закон разделил всех работников северных территорий по их ведомственной подчиненности. Например, районные коэффициенты к заработной плате работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, и районные коэффициенты лицам, работающим в организациях, финансируемых из республиканского бюджета, очень сильно разнятся. А работники организаций, не относящих к бюджетной сфере, вообще оказались за пределами государственного регулирования в этой части, поскольку ни Трудовой кодекс, ни иной нормативный правовой акт не устанавливает обязанность работодателя урегулировать вопросы предоставления правовых гарантий и компенсаций локальных нормативных актах. В большинстве организаций они остались нерегулированными. Хотя часть 1 статьи 18 Конституции Республики Саха-Якутия, это вот новой редакции, каждый имеет право на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. За работу в районах Крайнего Севера к минимальному размеру оплаты труда, установленному на федеральном уровне, применяются районные коэффициенты и процентные надбавки. Фактически же при вышеуказанных обстоятельствах получается, что исполнение данного конституционного требования для работников, не относящихся к бюджетной сфере организаций, осталось практически законодательно не отрегулированной до конца. Поэтому органам представительной и исполнительной власти республики и Федерации профсоюзов Якутии необходимо вести соответствующую работу в этом направлении. Второе. Конституция нашей республики гарантирует возрождение, сохранение и развитие традиционного образа жизни многонационального народа республики. Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации, эта сфера находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. И в этой связи вопросы защиты трудовых прав отдельных категорий граждан, занятых традиционными видами хозяйствования, то есть коневодов, промысловых охотников, оленеводов, чумработников и так далее,
всегда были и являются объектом пристального внимания органов госвласти республики, поскольку сельские жители имеют низкие доходы, а молодежь уезжает в города. Основными причинами этого являются отсутствие крупного товарного производства, высокая себестоимость, несоответствующая реализуемой сельскохозяйственной продукции и оказываемых услуг. Необходимо совершенствование правового регулирования правоотношений в данной сфере, в том числе в части регулирования оплаты труда работников, занятых в традиционных отраслях хозяйства, является актуальной. Следует также отметить, что правовое регулирование государственной поддержки сельхозпроизводства в основном направлено на поддержку современных крупных комплексов по производству и переработке продукции и стимулирование кооперации малых форм хозяйствования. В отношении оплаты труда работников государственных казенных учреждений, формируемой из объема лимита бюджетных обязательств государственного бюджета и государственных бюджетных учреждений, формируемые средств субсидий на возмещение нормативных затрат, действуют нормы положения об условиях оплаты труда работников госучреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Якутии. По другим организационно-правовым формам юридических лиц, по информации ГКУ Центр ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса Республики Саха-Якутия, обязательное применение тарифных систем оплаты труда согласно статье 143 Трудового кодекса в том числе в части предоставления мер социальной поддержки отдельной категории работников, занятых в традиционных отраслях хозяйствования, введение новых форм оплаты труда с учетом климатических особенностей и условий труда. Например, в соответствии с пунктом 4.7 плана мероприятий по проведению в 2023 году года труда в Республике Саха-Якутия планируется предоставление ежемесячных денежных выплат не менее чем 330 молодым специалистам, работающим в сельхозорганизациях, сельскохозяйственных потребительских кооперативах и крестьянских фермерских хозяйствах республики. Законодательное закрепление указанной нормы на долгосрочной основе явилось бы стимулирующим фактором привлечения молодежи в село и, следовательно, сохранения традиционного уклада жизни. Третье. В соответствии со статьей 7 Конституции нашей страны, Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, свободное развитие человека. В докладе уполномоченного по правам человека Гурьевой в Государственном собрании Ултумен совместно с правительством республики рекомендуется разработать проект закона о квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, по экономическому стимулированию работодателей посредством предоставления льгот по уплате налогов и сборов или возмещением части заработной платы. Это предложение республиканского омбудсмена о совершенствовании правового регулирования общественных отношений в сфере защиты трудовых граждан, особо нуждающихся в социальной защите, можно рассмотреть во взаимосвязи с положением нового федерального закона от 6 февраля 2023 года номер 10 ФЗ о пробации в Российской Федерации, который вступит с 1 января 2024 года. Пробация – это совершенно новое понятие, то есть новый институт, который впервые создается в России для ресоциализации, то есть социальной адаптации и психологической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Имеется в виду помощь бывшим осужденным, трудоустройстве, обеспечении жильем, получении образования, реализации права на социальное обслуживание и так далее. Принятие соответствующего законодательного акта будет способствовать эффективной адаптации граждан в обществе, восстановлению социально полезных связей и трудоустройству. На этом я завершаю свое выступление. Вам всем заранее был направлен электронный вариант доклада Конституционного совета, который также опубликован на официальном сайте нашего госоргана. И теперь хотелось бы послушать ваше мнение, а также ваши предложения и рекомендации по поводу настоящего доклада. Благодарю за внимание. Спасибо,
Алексей Михайлович. Так, мы переходим тогда вот к выступлениям наших приглашенных. Вот потом перейдем к обсуждению. Слово предоставляется Дегтяреву Николаю Николаевичу, председателю Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Николай Николаевич, пожалуйста. С места. Добрый день, уважаемый Николай Дмитриевич, Алексей Михайлович, уважаемые члены Общественной палаты, участники. Мы, конечно же, если честно, то полностью с докладом не ознакомились, но в части, конечно, затрагивающие интересы работающего населения, конечно же, и сегодня же высказанным Алексей Михайлович мы полностью согласны. В частности, вот по районам и размерам районных коэффициентов это не новое обсуждение, оно в обсуждении стоит. Даже были попытки Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на общественном совете, считая его анахронизмом, хотели вообще исключить. Но благодаря всем и здесь сидящим, наверное, по собранным подписям, это вообще даже открестились от этого, что даже это не рассматривали. Хотя мы точно знаем, что на общественном совете обсуждение проходило. Но в любом случае здесь, конечно, вы правильно констатируете тот факт, что сейчас оно действует решение ВЦСПС от 4 сентября 1964 года. Да? Ну и, конечно же, регионы приняли свои законодатели, в том числе Республика Саха-Якутия. Но здесь хочу сказать, что 2005 года оно действует только на предприятия, организации, финансируемые из бюджета Республики Саха-Якутия. И здесь вот как раз уже насколько вот сейчас разница того, что у нас очень различные, во-первых, районные коэффициенты. Для федеральных у нас только по решению правительства на 1,4. Я не скажу даже вот о малом среднем бизнесе, где фактически бизнесы у нас отходят от применения районных коэффициентов северных надбавок к фиксированным уровнем заработной платы. Вот здесь не зря вы упомянули, и мы не зря этот вопрос ставили. Вот принятие поправок в Конституции, статьи 75 дробь 1, и в части на этом основании и в нашей Конституции также были внесены изменения. Да? Поэтому здесь необходимо с точки зрения соответствия уровней заработной платы как-то вообще или государственному собранию, или выйти с предложениями, ну, уже на законодательном уровне эти вопросы рассмотреть. Да, мы знаем, есть риски. Мы можем вообще-то потерять, когда этот вопрос и обсуждался, можем потерять свои уже вот районные коэффициенты, и принимая правительством районные коэффициенты, может сказать, чтобы привели в соответствие. А некоторые у нас бизнес-компании ждут принятия постановлений, нового постановления правительства. Если сейчас более-менее они добровольно, так скажем, через свои коллективные договора учитывается районный коэффициент 1,7 и 2, то с принятием нового постановления правительства Российской Федерации могут от этого тоже отходить. Поэтому есть такие сложности, но для самая сложность сейчас, которая могло бы вообще быть регулирована, это для федеральных служащих, финансируемых из федерального бюджета. Вот. Уровень заработной платы, конечно, оставляет желать лучше. Эти вопросы мы постоянно через ФНПР, Генеральный совет и через свою постоянную комиссию по северам ставим, и оно постоянно стоит на повестке дня, но пока решения мы не видим. Ну и также по молодым, да,
специалистам. У нас тоже свой закон для молодежи, проживающей не менее 5 лет, полная надбавка с первого дня работы. Но хочу сказать, здесь все-таки продвижение есть при поддержке Совета Федерации, но уже начинается это рассматривать, и очень надеемся, что в весеннюю сессию данный законопроект будет внесен в Государственное собрание. В том числе и буквально на следующей неделе будет проведен Генеральный совет, в части будет рассматриваться политика оплаты труда, и этот вопрос у нас тоже стоит. Ну, мы решение еще и ранее по нашему представлению принимали, но уже еще и на следующей неделе Генсовет этот вопрос примет. Поэтому будем ждать. Конечно же, один из проблемных и актуальных – это пенсионная реформа, которая прошлась по нам. Мы уж сколько здесь и настаивали, что все-таки для жителей Крайнего Севера вопрос по пенсионному возрасту оставить, к сожалению, принято, но сейчас идут переговоры без учета приравненных территорий, но в связи с сложной ситуацией пока она отложена. Даже Минтруд провел расчеты, во сколько это обойдется. Где-то по их расчетам это было около 80 миллиардов в год дополнительных средств пенсионного фонда. Но мы также хочу сказать, что Федерация независимых профсоюзов этот вопрос оставляет, и мы все равно будем добиваться. Здесь исходит не с экономического, а медико-биологического состояния жителей. Хотя у нас с каждым годом, если в сравнении по Дальнему Востоку, у нас идет рост возраста, среднего возраста. Но если взять Дальний Восток, то у мужчины это 60, не доходит до 65 в многих регионах. Вы представляете, да? Поэтому здесь необходимо... Ну и также здесь мы затрагивали вопрос вообще вот о сумме отчисления. Если мы говорим вот страховой взнос, у нас отчисление делается из как раз увеличенного районных коэффициентов 1,7 и 2, то у нас пенсия по-прежнему с районным коэффициентом 1,4. Получается, как будто мы датируем пенсионный фонд. Да? Вот эти вопросы пока остаются открытыми. Также хочу сказать, что мы, когда вносились дополнения, поправки в Конституции Российской Федерации, и тогда мы тоже говорили о том, что необходимо, ну, это наша Республика Саха-Якутия при поддержке других регионов вносила предложение об индексации, в том числе и заработной платы. Вы знаете, там у нас индексация социальных выплат, пенсий была, и мы ставили вопрос о индексации заработной платы. Когда этот вопрос рассматривался у нас, мы, ну, вы здесь знаете, была специально создана организационная комиссия. Речь шла только о приведении соответствия Конституции Российской Федерации. Поэтому здесь необходимо, и при этом сейчас Конституционного суда у нас такого нет, совет, поэтому здесь необходима нам поддержка в каком смысле вообще, как эту работу начать, чтобы все-таки у нас в Конституции было заложено индексация оплаты. Хотя вот мы все говорим, что это трудовым законодательством предусмотрено, то это не всегда так. Даже вот в бюджетной сфере у нас 134 статья говорит о том, что это принятие нормативно-правовых актов. Ну, если в сравнении, хотя я не хочу сравнивать этот год, потому что все-таки очень большие подвижки идут, и при поддержке главы Республики Саха-Якутия. Ну вот смотрите, у нас индексация с 1 апреля. Цены, которые по прошлому году. Поэтому вот, ну, план мероприятия этого года это вошло по принятию порядка индексации. Это не только касательно бюджетного отраслей, но и всех. Но все-таки было бы очень хорошо, чтобы оно, если бы оно нашло отражение в Конституции Республики Саха-Якутия. Вот здесь мы попросили бы дальше, как нам поступить, с какой инициативой, кому обращаться. Ну и вы знаете, вот, ну, уже не касательно
целом политика оплаты труда, вы знаете, постоянно идет поддержка населения, в том числе семей с детьми, пенсионеров, различным социальным выплатам. Последние вот дополнительные социальные выплаты для работников медицинского здравоохранения. Но везде, к сожалению, приняты фиксированные суммы по всей России. Ну, представляете, сейчас 10 тысяч в центральной России и 10 тысяч у нас в регионе, у нас цены разнятся в разы, иной раз на севере и говорить-то нечего. Но все получают почему-то одинаковую сумму. Вот этот вопрос и мы тоже через ФНПР ставим, но пока мы не видим. Поэтому насколько это конституционно, без учета, если мы говорим о поддержке семей, насколько это конституционно одинаковая сумма при разных климатических условиях. Вот этот вопрос пока остается открытым. Нам говорят, ну, хорошо же нам дали, ну и что дали, это понятно, но справедливость должна быть. Вот в этих вопросах, Алексей Михайлович, все-таки мы бы хотели также получить какое-то правовое поддержку, и чтобы мы хотим обратиться уже напрямую к гаранту Конституции, президенту по этому вопросу. Ну, вкратце у меня все. А в целом, действительно, доклад очень объемный. Я начал читать, ну, первый дошел до нашего, потом уже, к сожалению, я честно признаюсь, все не читал, но будет время, дочитаю, потому что хорошие выводы, и не только в нашей сфере. Спасибо. Спасибо. Так, ну, идем по регламенту. Слово предоставляется Калашниковой Ирине Виссарионовне, председателю Государственного комитета по занятости населения. Ну как, лучше с места, да? Да, с места. Вадим. Ну, микрофон. Микрофон. Или вот там, можно сюда? Сюда, да? Вот микрофон. Вадим. Да, можно? Может, стульчик. Да вы садитесь вот туда. Да. Удобнее себе. Добрый день, уважаемые участники заседания. Я представляю службу занятости республики, и мы понимаем, что основной задачей нашей службы является обеспечение одного из главных конституционных прав человека – права на труд и защиту от безработицы. В этой связи целый блок мероприятий, направленных на содействие занятости населения, вошел у нас в план мероприятий года труда. Но я немножко сегодня скажу о другом, о нормативном обеспечении вопросов занятости населения и как раз перейду к тем предложениям, которые были озвучены в сводном докладе. Занятость является одной из самых важных характеристик экономической сферы благосостояния населения, своего рода лакмусовой бумагой, которая проявляет все негативные тенденции, которые наблюдаются у нас в экономике региона и вообще в целом в экономическом положении страны. Она особенно у нас обострилась в 80-х годах прошлого года и финансовые кризисы 2008-2009, 2013-2014. В 21 веке ситуацию на рынке труда достаточно сильно дестабилизировала у нас пандемия коронавируса. Наиболее пострадал малый и средний бизнес. По данным Минэкономразвития Российской Федерации, число занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства в стране сократилось на 1,2 миллиона человек. Было 10,5, стало 9,3. При этом на сегмент малого и среднего предпринимательства приходится около 75% всех рабочих мест, которые были потеряны в период пандемии. По данным Минэкономразвития, за работу за 2020 год потеряли 1,6 миллиона человек, а общее число занятых упало до 70 миллионов, что является минимумом за последние 10 лет. Ну и, безусловно, в условиях пандемии вопросы занятости населения у нас вышли также на передний план. Мы перешли полностью на дистанционный режим работы, в том числе на регистрацию, перерегистрацию граждан в дистанционном формате, и также осуществление социальных выплат граждан, которые были признаны безработными. Были приняты беспрецедентные меры как на правительством Российской Федерации, так и правительством Республики Саха-Якутия, что позволило нам к концу 2021 года выйти на основные характеристики, показатели ситуации на рынке труда до допандемических значений. Мы полностью восстановили численность занятых в экономике, у нас не было массовых высвобождений,
наш социально ответственный бизнес сохранил в полном объеме свой персонал и рабочие места. Но дальше у нас события, которые начались у нас 24 февраля 2022 года. И, безусловно, стал вопрос не только о сохранении занятости граждан, которые у нас заняты в разных сегментах экономики, но и граждан, которые осуществляли свою деятельность на иностранные компании. Россия стала ведущей страной в мире по числу введенных против нее санкций, но тем не менее, опять же, все эти меры могли, но не повлияли на экономическое развитие страны. Уход иностранных компаний с российского рынка не сильно сказался на рынке труда, так как в большинстве случаев, опять же, рабочие места были сохранены, деятельность быстро восстановились новыми руководителями-соотечественниками. Что касается республики, у нас не было занятых в иностранных компаниях, поэтому, в принципе, ситуация на рынке труда оставалась стабильной. Но, тем не менее, вот этот ряд потрясений, который происходил в сфере занятости населения, как раз вывел нас на необходимость корректировки и федерального законодательства. Мы все работаем по основному закону федеральному, закону о занятости населения, и выявил некоторые проблемы. У нас распоряжением правительства в прошлом году была создана рабочая группа. В нее вошли представители общественности, системы образования, главы муниципальных образований и руководители исполнительных органов государственной власти. Был подготовлен ряд предложений по корректировке федерального закона, потому что в то время законопроект еще не был разработан. Впервые представили это мы предложение на выездном заседании Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в октябре прошлого года. И все предложения у нас вошли в проект рекомендаций круглого стола и направлены на рассмотрение правительства Российской Федерации. И затем эти предложения были рассмотрены в рамках подготовки законопроекта к началу 2023 года. Сейчас законопроект принят в Государственной Думе 15 марта текущего года. И с удовлетворением могу отметить, что ряд предложений республики уже учтен в законопроекте. Прежде всего, это касается защиты прав индивидуальных предпринимателей, про которые я говорила, наиболее пострадали в период пандемии. К сожалению, при прекращении предпринимательской деятельности по действующему закону о занятости предприниматели имели право только на минимальное пособие по безработице, что существенно снижает их право на защиту от безработицы, и человек создавал новые рабочие места, вел свою предпринимательскую деятельность, а их права были ущемлены, если он по каким-либо экономическим причинам эту деятельность прекращал. Поэтому поправка учтена в пункте 4 статьи 29 законопроекта. Значит, в случае, если предприниматель вел свою деятельность не менее 26 недель, то он имеет право в размере среднего заработка по последнему месту работы. То есть таким образом, как и другие граждане, работающие, предприниматели о своих правах будут восстановлены. Второе предложение – это в части мотивации к труду детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Действующий, значит, у нас закон о занятости говорит о том, что в случае постановки на учет в качестве безработного дети-сироты имеют размер пособия по безработице, который равен среднему трудовому доходу по региону. Ну, к примеру, возьмем 70 тысяч рублей, да, 75 тысяч. Соответственно, заработная плата, которую мы можем предложить по имеющимся вакансиям, в разы меньше, чем то пособие по безработице, которое им положено. Низкая мотивация к трудоустройству, вернее, полное отсутствие мотивации к трудоустройству, иждивенческие побуждения совершенно дестабилизировали эту категорию граждан, и никакого воспитания и трудового воспитания здесь отсутствовало. Поэтому в статье 33 законопроекта, нового законопроекта уже установлено, что органы службы занятости в течение 6 месяцев назначают указанным лицам ежемесячную социальную выплату за каждый отработанный месяц в размере разницы между среднемесячной заработной платой региона и зарплатой гражданина. То есть им эту разницу будут доплачивать только в случае трудоустройства. Те же объемы социальных выплат сохраняются, но часть это будет заработная плата, а часть это будет социальная выплата. Ну и также следующее предложение, которое было учтено, это в части отнесения к числу занятых граждан, являющихся членами крестьянских и фермерских хозяйств. Тоже достаточно важная поправка, и она была учтена. Однако
ряд предложений республики на сегодняшний день не учтены. Мы надеемся, что они в дальнейшем будут рассмотрены, но они имеют очень важное значение, они учитывают нашу региональную специфику. Как я уже говорила, в период пандемии у нас была возможна дистанционная регистрация, перерегистрация граждан, и, соответственно, вал обращений был, рост был зарегистрирована безработица, но граждане имели полное право воспользоваться всеми государственными услугами в дистанционном формате. На сегодняшний день граждане отдаленных, труднодоступных мест не имеют этой возможности. Они даже не имеют возможности участвовать в реализации, например, в национальных проектах, в частности, национального проекта «Демография» по профобучению дополнительному профессиональному образованию граждан, потому что для этого они должны встать на учет. А встать на учет они должны при личной явке через каждые 10 дней для подтверждения своей безработицы. Соответственно, это очень ограничивает круг лиц. У нас, сами знаете, законом республики утвержден перечень труднодоступных и отдаленных местностей, но, тем не менее, пока эта поправка не учтена, она очень концептуальная и очень значимая для нас, потому что это увеличит доступность наших государственных услуг, охватить мероприятиями активной политики занятости. А в целом у нас 185 населенных пунктов труднодоступных в 29 муниципальных образованиях. Возможность дистанционной перерегистрации, если она будет учтена, даст гражданину получать весь перечень государственных услуг в сфере занятости в электронном виде. Тем более у нас есть единый цифровой портал «Работа в России». Но и еще остался открытым вопрос, который вообще не закреплен в федеральном законодательстве, это вопрос о неформальной занятости. Буквально сегодня мы с Алевтиной Петровной участвовали в стратегической сессии по повышению доходов населения, снижению уровня бедности, и мы понимаем, что даже критерии отнесения к бедным на сегодняшний день у нас достаточно расплывчатые. У нас есть очень много неучтенных доходов, незадекларированных доходов. У нас есть большой пласт населения, который занимается неформальной занятостью, получает заработную плату в конвертах. При этом в законодательстве нигде не определено ни само понятие о неформальной занятости и не закреплены контрольно-надзорные мероприятия. То есть они есть у нас в Государственной инспекции труда, но в случае обращения работодателя или гражданина о признаках неформальной занятости. Мы понимаем, что ни одна из сторон добровольно эти предложения вносить не будет. Поэтому такие предложения у нас были внесены. Я уверена, что работа над совершенствованием нормативного правового регулирования сферы занятости будет продолжена не только в год труда, но и будет вестись на постоянной основе. Что касается основных выводов, изложенных в докладе, который мы сегодня обсуждаем, у меня буквально два вопроса, даже не вопроса, а замечания. Это, во-первых, вопрос о квотировании рабочих мест. В федеральном законодательстве четко определено критерии квотирования рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Определены категории граждан, которые испытывают трудности. Это граждане с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды. Это граждане, освобожденные из мест лишения свободы. Это многодетные одинокие родители. Это несовершеннолетние дети, которые у нас под особым контролем. Это граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей. То есть достаточно обширный перечень граждан, которые относятся к категории испытывающей трудности и которые попадают под квотирование. На мой взгляд, злоупотреблять этим понятием не стоит. На сегодняшний день у нас общероссийская тенденция, мы находимся в большой демографической яме, в которую попали после 90-х годов. Все работодатели республики у нас испытывают огромнейший дефицит в кадрах. И навязывание дополнительных критериев квотирования для каких-либо категорий только усугубит эту ситуацию. Перед всеми предприятиями, организациями всех форм собственности стоят определенные производственные задачи, которые необходимо выполнять определенным объемом трудовых ресурсов. Соответственно, сейчас у нас в региональной базе вакансий более 10 тысяч открытых рабочих мест. Квотирование только усугубит эту ситуацию, потому что мы закрыть эти квоты в полном объеме не сможем. У нас просто не будет стольких людей, чтобы обеспечить работодателя, который исполняет свою полную обязанность по федеральному закону, и эти места освобождает для квотируемой категории граждан. Соответственно, дальше из этого вытекает вопрос о статье 9 закона, этого же закона о квотировании в части стимулирования работодателей для выделения рабочих мест для исполнения этой квоты.
Да, такая статья у нас в республиканском законодательстве есть. Она у нас была заморожена до 1 января текущего года. Честно скажем, мы хотели продлить мораторий, но с учетом всех тенденций и с учетом роста численности граждан с инвалидностью, мы решили в этом году ее возобновить, но в новом формате. А до этого предполагалось стимулирование работодателя через ежемесячные доплаты за то, что он берет гражданина на работу. Но согласитесь, если в федеральном законе предусмотрено, что это квотирование обязан работодатель производить, то доплачивать ему за исполнение федерального законодательства – это нонсенс. Поэтому мы будем с этого года расширим наш конкурс «Лучший работодатель», «Лучший партнер службы занятости» и введем дополнительные критерии для тех работодателей, которые в полном объеме эту свою квоту выполняют. Таким образом, мы выполним статью 9 в части стимулирования работодателей, то есть конкурсная основа и поощрение на конкурсной основе этих работодателей будет выполнено в полном объеме, но это не будут ежемесячные выплаты или возмещение затрат на выплату заработной платы этих категорий граждан. Ну и по пробации. Да, закон новый, вышел в феврале месяце, мы уже неоднократно обсуждали его, но хочу обратить внимание, что очень большое внимание в этом законе о пробации как раз определено инспекциям, которые должны создаваться при УФСИНе. Это не органы исполнительной власти, это не правительство республики, это инспекции, которые будут сопровождать гражданина, освобожденного из мест лишения свободы, со всеми определенными действиями. Восстановление документов, безусловно, будут доводить его, например, до службы занятости. А вы знаете, что у нас только заявительный характер, только после обращения гражданина мы работаем. На сегодняшний день одна из главных проблем с этой категорией граждан. Освобождаются у нас более 1000 граждан этой категории, доходит до службы занятости в прошлом году 180-178 было трудоустроено. То есть вот проблема, чтобы они до нас дошли. Рабочие места для всех есть, и работодатели готовы брать. Поэтому здесь я считаю, что необходимо продумать на формулировку вывод, который указан в докладе, потому что основной упор на эту работу – это все-таки инспекция УФСИН. Ну и в заключение хочу отметить, несмотря на имеющиеся предложения по корректировке федерального закона о занятости, нашего республиканского закона, вот статьи 9 в частности, о квотировании рабочих мест, ситуация на рынке труда у нас остается стабильной. По данным Сахастата, которые вышли буквально вчера, у нас новый исторический минимум 5,8. Поэтому мы надеемся, что и дальше никаких предпосылок к изменению этой ситуации в сфере занятости населения у нас на сегодняшний день нет. Будем продолжать работать совместно с вами, с Общественной палатой. Нам очень важна ваша поддержка, в том числе и в части взаимодействия со всеми работодателями и широким кругом общественности. Спасибо. Спасибо, Анна. Ну и продолжим. Слово предоставляется Афанасию Васильевичу Косникову, министра труда и социального развития. Ну, 2 дня наши специалисты смотрели доклад. В принципе, по всем выводам Министерства труда и наши отделы согласны, и больших корректировок и внесения каких-то предложений нет. Все работы ведутся в плановом режиме, согласно принятых программы и плана работы по году труда. В графике все мы улаживаемся, и, в принципе, больше пока добавить нечего, и поэтому пока так. Спасибо. Представляется первому заместителю министра образования и науки Гнуя Альти. Добрый день, Николай Дмитриевич, Алексей Михайлович. В отличие, скажем, от коллег, у нас работала очень большая группа юристов. Мы понимаем, что вопросы конституционного законодательства, они, в принципе, должны быть решены с юридической позиции. И здесь, значит, разрешите сегодня представить вот некоторые моменты. И мы считаем, что доклад Алексея Михайловича фундаментальность и охватывает все вот те позиции, которые были озвучены до 2022 года, и все эти вот предложения в докладе уже были озвучены. Я хочу остановиться на деятельности Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия в части вопросов совершенствования
законодательства в год педагога и наставника. Но о том, что он объявлен, мы уже все знаем, да, и в этом году у нас тоже принят соответствующий нормативный акт, утвержден план проведения года педагога, у нас создана рабочая комиссия, организационный комитет. Как раз-таки мы в понедельник, 10 апреля, собираемся на, в общем, как большое заседание, в котором мы будем сверяться вот по нашим мероприятиям, по нашим основным, значит, тезисам года педагога. Такие же у нас планы приняты на уровне муниципальных образований, потому что мы понимаем, что общеобразовательные школы, педагоги, у нас это большая часть находится в муниципальных организациях. Ну и в том числе по поднятию статуса педагога и их роли. Здесь, значит, мы, обсудив также новые конституционные нормы внесения федерального закона образования, в частности, закреплено понятие просветительская деятельность, да? Установлены общие требования, и при этом регулирование просветительской деятельности у нас относится к полномочиям правительства Российской Федерации. На уровне Российской Федерации у нас утверждено постановление правительства об утверждении положения об осуществлении просветительской деятельности. Но между тем надо отметить, что просветительская деятельность это не только сфера образования, да? И как показывает жизнь, на практике просветительную деятельность осуществляет также и общественная палата, органы публичной власти, средства массовой информации, некоммерческие организации, культура, общественные организации и так далее. Поэтому здесь нам кажется, что вот понятие просветительская деятельность только в законе образования, она у нас как бы несколько недостаточно. И здесь вот мы как раз-таки, у нас очень хорошо поставлена работа с Илтуменом, Государственным собранием. И вот, наверное, здесь нам необходимо консолидировать работу и внести изменения и дополнения в федеральные законы. И потому что вот понятие просветительской деятельности, например, вот в период, как мы понимаем, специальной военной операции, она затрагивает очень много как бы, то есть именно вот в период специальной военной операции она могла оказать большую помощь в воспитании подрастающего поколения. В частности, вот мы тоже упомянули о том, что патриотическое воспитание сейчас у нас как бы федеральный тренд, и вот воспитание гражданственности это у нас стоит как бы первоочередной задачей. И вот как раз-таки этот подход был бы нам, оказал бы помощь, да, в организации воспитательной работы. Вот как раз вчера у нас было заседание родительского совета при главе, сегодня тоже вот мы, у Арсения Сергеевича должны тоже докладывать министру Ирина Павловна, поэтому она не подошла. То есть о тех мерах, которые мы реализовываем в части патриотического воспитания, ну и в том числе оказание тем же вот, мер социальной поддержки семьи. И поэтому мы даже вот предлагаем инициировать вообще, может быть, даже отдельный проект федерального закона о просветительской деятельности. Возможно, это вот один из, как бы, очень был бы таким превентивным мероприятием. Далее, значит, следующим существенным моментом, который мы обсуждали в середине 2022 года, это вот когда от нас мы убрали понятие, заменили, да, государственные муниципальные услуги на понятие реализации образовательных программ. Вот как раз-таки вся педагогическая общественность это очень хорошо восприняла и положительно она сказалась и в целом на поднятии роли педагога, потому что слово «услуга» она у нас как бы предполагала какой-то коммерческий контент, который бы как бы наших педагогов приравнивал бы, там, скажем, совершенно к другой социальной группе, да, и, соответственно, исключение этого термина нам дает понять, что вот обучение и воспитание у нас всегда находится в рамках государственного контроля, присмотра, и все-таки педагогическая деятельность затрагивает педагогические и государственные интересы. Далее, сейчас у нас, вот буквально мы вот 3-й год работаем в части совершенствования законодательства о статусе педагога. Вот буквально вчера у нас было заседание постоянного комитета, который руководит Федосия Васильевна Габышева. И вчера вот тоже на заседании постоянного комитета мы тоже обсуждали. Вот в первом чтении у нас принят закон о некоторых гарантиях особого статуса педагогических работников Республики Саха-Якутия. Я думаю, что это вот будет итогом почти вот, 5-летней почти работы и депутата по общественности, потому что вот те гарантии, которые на сегодня мы имеем и должны иметь, они все-таки должны вот показать
престиж нашей профессии педагогической. Ну и в целом, как-никак в год педагога-наставника мы должны для себя тоже определиться. Дальше, значит, когда тоже мы разбирали, анализировали, ни в Трудовом кодексе Российской Федерации, ни в Федеральном законе об образовании у нас нет специальных положений, посвященных наставничеству. И вот как раз-таки вот закон, который вчера вот мы, в общем, прошел в первом чтении, в статье 4 у нас рассматривается, предполагается законодательно закрепить положение о системе наставничества. То есть что она подразумевается, кто такой наставник, это что за система, и в целом, так как мы понимаем, что это создание условий для полноценной реализации молодых педагогов в нашей отрасли. Вот сегодня тоже, вот Елена Васильевна тоже отметила, что очень большая текучка происходит. И в целом бы вот это бы у нас закрепило бы. Мы надеемся, что этот данный пробел, вот тоже как раз-таки в 2023 году, он должен найти свое особое место и должен быть доработан законодателями. Но здесь, наверное, уже, как вы знаете, у нас по указу главы республики у нас вышло постановление правительства от 16 марта о выделении и поддержке, об объявлении конкурса и выделении ежегодной премии. Мы хотим ее вообще оставить тоже, чтобы она выполнялась ежегодно для педагогов-наставников. Кроме этого, мы в рамках основных мероприятий тоже хотим учредить нагрудный ведомственный знак педагог-наставник. Вчера мы как раз делились с опытом Госсобрания Республики Башкортостан, в котором тоже вот в целом республика представила положительный опыт в качестве не только, скажем, а и в том числе и морального стимулирования деятельности наших педагогических работников. И, конечно, мы не отстаем от блока мероприятий, посвященных развитию системы наставничества, который предусмотрен и в плане года труда, потому что мы считаем, что наставничество должно быть отраслевым советом, даже, возможно, создание отраслевого совета наставничества, внедрение института наставничества в предприятиях реального сектора экономики и, соответственно, иметь какую-то систему мотивации. Ну, проведение республиканских конкурсов у нас организовывается, практики, стажировки слушателей, ну и в целом по поднятию роли педагога и наставника. Далее мы хотим, чтобы, вот как Николай Николаевич тоже подчеркнул, материально тоже поддержать, потому что все-таки вот та практика, которая у нас существует в виде доплаты за стимулирующие выплаты за наставничество, да, или в коллективном договоре прописывается, это все-таки надо, наверное, тоже как-то закрепить каким-то нормативным актом. Далее у нас, как вы знаете, вот с учетом инициативы президента Российской Федерации, да, о реформировании системы высшего образования, у нас, то есть сейчас обсуждается, как у нас вообще будет система профессионального образования представлена, да, и здесь, безусловно, с учетом этой инициативы у нас будет пересмотр данной статьи, части 10 и других положений федерального закона, потому что президентом дано послание Федеральному собранию о том, чтобы вернуться к традиционной системе подготовки специалистов. То есть это 4-летние, 6-летние. И если при этом профессия, скажем, требует каких-то дополнительных квалификаций, то может быть возможна система обучения, продолжить образование в системе магистратуры или ординатуры. Здесь также мы ожидаем, что у нас будут существенные изменения в образовательных программах, да, и наряду с этим у нас в региональных условиях может стать вопрос реформирования профессиональной переподготовки. Но это мы уже учитываем, у нас эта практика внедряется, потому что как бы у нас школы, в которых у нас не хватает кадров, да, и в школах, где, скажем, ну, то есть даже не хватает часов, скажем, на отдельный тот предмет, из-за того, что там мало детей. У нас, например, очень многие педагоги получают вторую профессию, да, мы это все понимаем. И я думаю, что здесь нужны вот изменения в законе образования в части перехода к традиционной системе подготовки специалистов, станут основой разработки новых положений в региональном законе образования, что, несомненно, отразится на решении проблемы нехватки кадров. Пока вот ряд мероприятий я говорить, наверное, не буду, но в целом вот концептуально вот мы хотим, чтобы в этом году вот была продолжена эта работа.
Спасибо. Спасибо, Олег. Мгм. Ну и слово для выступления представляется защитник председателя Общественной палаты Наталья Альбертовна Наталья Альбертовна, пожалуйста. Так, Альбертовна, не слышно. Это у нас не слышно. Сейчас Вадим поставит. Ага. Меня слышно? Да-да. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо вам за приглашение. И, конечно, я бы хотела сказать отдельное спасибо Алексею Михайловичу за то, что подготовили такой замечательный документ. Он действительно такой знаковый, значимый, фундаментальный. И я даже для себя как бы отметила, что мне нужно положить его в волшебную папку, я буду им пользоваться в своей работе. Талмуд. Очень мне понравилось, было очень интересно. Но я понимаю, что мы по времени немного перебрали, постараюсь быть краткой. И все-таки несколько слов я бы хотела сказать и сакцентировать внимание всех на первом разделе об актуальных направлениях развития конституционного законодательства Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Вот здесь, по сути дела, первый раздел, он полностью посвящен понятию и пониманию самого важного, наверное, на данный момент вопроса, учитывая реалии сегодняшнего дня и всего, что происходит у нас в стране, это тема патриотики, патриотизма. Вот. Ну, прежде всего, коллеги, идеология – это направление развития государства по каким-то определенным базовым ценностям. Мы с вами это все прекрасно понимаем. И вот это основа воспитания молодежи. Это, конечно, основной посыл, который идет к тому разделу, за который отвечает Минобр, да. Вот сейчас с детализированным таким анализом выступили коллеги. Большое спасибо вам тоже за это. Вот. Но, к сожалению, вот эти 30 лет мы воспитывали наших детей по базовым ценностям другой страны, другого государства, и в связи с этим мы не можем сейчас с вами сказать, ну, что у нас более или менее все хорошо, согласитесь. Поэтому пласт работы, который нам нужно поднять, он гигантский, он огромный. И согласитесь, что если мы с вами просто будем говорить о том, что нужно любить свою родину, вот ровным счетом ничего не произойдет. Поэтому здесь нужна какая-то такая механика, которая позволит нам это сделать в очень короткие сроки. У нас еще одних 30 лет на то, чтобы ликвидировать эти недочеты постепенно. Поэтому вот мне очень понравилось, что в докладе отмечается, что в Конституции Российской Федерации появились новые положения о важности воспитания в детях патриотизма. Это здорово. Гражданственность, уважение к старшим, статья 67. И вместе с тем, следует сказать, отмечается в докладе, что конституционные положения о патриотических чувствах, они были всегда. То есть мы не говорим о том, что это вот сейчас очень актуальный вопрос, поэтому мы его вводим. Нет, это было всегда, но, к сожалению, здесь отмечается, правильно, очень тонко подмечается механика, да? То есть у нас не все было сделано, к сожалению, органами власти. Они не наполнили конкретными полноценными какими-то действиями, системными мероприятиями. И именно это стоит как основная задача, которую нужно выполнить каждому органу исполнительной власти. Вот мне очень понравился этот ход. Но кроме этого, стремительно меняющаяся ситуация в мире, появление каких-то новых угроз, рисков, предъявляют все новые и, скажем, прямо повышенные требования к системе образования, к средствам массовой информации и каждому из нас на своем посту. В целом. А это значит, что необходимо, конечно, усилить работу по ключевым направлениям. Максимально для этого используя весь организационно-управленческий потенциал, который у каждого из нас есть. Еще один момент, на котором бы я хотела заострить ваше внимание. Мы привыкли с вами говорить шаблонную фразу «патриотизм – это чувство любви к родине». Вот надо посмотреть на методологию вообще и на терминологию. В последнее время, коллеги, все чаще появляется отсылка на то, что патриотизм – это не чувство. И, может быть, стоит в этом докладе тоже сделать акцент на этом, да? Патриотизм – это не чувство, а потребность любить и гордиться своей родиной. То есть это все-таки потребность. И в связи с этим, конечно, возникает вопрос, что мы можем сейчас делать, чтобы эту потребность у наших детей появилась. Вот, ответ абсолютно однозначен. Единственная задача, которая перед нами стоит, она очень важная. Мы должны создать условия и поводы для этой гордости. То есть не напрямую в лоб идти, не лобовая атака, мы должны быть патриотами. Потому что вы приводите в своем докладе замечательную статистику.
замечательную по сути своей, но по контенту ужасающую. 30% молодых людей не готовы жить в нашей стране, которую мы так любим. И поэтому вот здесь нужно, чтобы переломный момент все-таки у нас произошел. Я предлагаю отказаться от чувства патриотизма и сделать все-таки потребность, воспитать потребность любви к родине. Вот эта формулировка. Вот. И все-таки создавать те самые условия и поводы для гордости своей страной. Но это может быть все что угодно. Каждый из нас на своем месте может это делать. Это информирование населения об особенностях, ну и особенно, конечно, детей школьного возраста, об открытиях, о достижениях, о победах жителей родного села, родного наследия. Мы гордимся нашей Арктикой, республикой, и на протяжении всей истории показывать, какие мы уникальные. То есть только так, и больше абсолютно никак мы не можем добиться вот этого этой самой патриотики. Вот. Кроме этого, я очень рада тому, что появилась такая формулировка в докладе, как формирование патриотической культуры. Вот это здорово, такое всеобъемлющее понятие, в которое укладывается очень много вещей. Ну и, конечно, акцентируется внимание на необходимости учета недостатков. Ну, то есть делается упор на упущение государственной политики в постсоветский период в плане патриотического воспитания. Это здорово. Ну и последнее. Коллеги, может быть, я недостаточно внимательно ознакомилась с текстом основного документа, но все-таки мне кажется, что не хватает чего. Вот понятие семьи, да, и роль патриотики, воспитания патриотизма и роли семьи в этом процессе. Потому что именно в семейном кругу создается та самая атмосфера, в которой формируется личность и мировоззрение ребенка. Закладываются его ценностные ориентиры. Важно воспитывать подрастающее поколение на основе высоких идеалов добра и справедливости, уважения к общим страницам нашей истории, к ее героям. И если мы с вами в школе будем говорить о том, что это все есть, это все важно, а в семье за чашкой чая дети будут слышать обратную сторону, да, то вряд ли мы с вами сделаем за короткий промежуток времени тот самый рывок, который так сейчас от нас требует современность вообще. Но выражаю при этом всем уверенность в том, что данный доклад будет способствовать инициированию новых идей конституционно-правового развития Российской Федерации и нашего субъекта в частности. Большое спасибо еще раз за такую хорошую работу. Спасибо. Спасибо. Да-да? Да, Тардан Степанов, пожалуйста. Да? Ну, пару слов, да, это вот Сардана Степановна Татаринова, директор Международной арктической школы. Ага. У нас в 5 часов начинается Ну, я как представитель общеобразовательного учреждения, конечно, по своему разделу доклада «Год педагога-наставника. Основные правовые тенденции в сфере образовательного законодательства». Тогда буду сокращать, да? По поводу того части доклада, в которой затрагиваются те серьезные обновления российского законодательства, скажу только, что да, это все как бы уже работает, и для каждого общеобразовательного учреждения мы уже все это реализуем в своей деятельности. И то, что касается воспитания, и то, что касается образовательной услуги и так далее, да. Но все эти изменения, они пока не касались существующей системы управления образованием и финансирования. Поэтому я хочу подчеркнуть, что очень важно, что вы в докладе подняли вопрос о предстоящем перераспределении полномочий между органами государственной власти и местным самоуправлением в сфере образования на уровне регионов. Вот, да, с одной стороны, принцип федерализма в области образования, конечно, он направлен вроде на установление общих таких, да, для всей страны гарантий обеспечения права на получение образования. При этом все понимают, что возможности у субъектов и у муниципалитетов разные. Разнятся, и это приводит к фактическому неравенству в условиях получения гражданами образования из-за разных условий финансирования, из-за разного материально-технического оснащения. Этот вопрос очень давно
постоянно поднимается на федеральном уровне и, в принципе, у нас в республике, да, и мы его очень активно обсуждали, когда вводили нормативное финансирование и систему оплаты труда, которая учитывала наполняемость классов. И когда нормативы финансирования вводили, это было довольно, ну, относительно недавно, да, 6-й, 7-й, 8 года, и старались вот в механизмах финансирования учесть все особенности расселения, в том числе нашей республики. И очень многие достижения республики вот в тот период, они вошли в том числе в федеральное законодательство. И вот в докладе отмечается, что такое перераспределение сейчас решит вопросы недофинансирования. Вот возможно, да, вот распространение единых подходов финансирования позволят уменьшить разницу в финансировании учреждений и зарплатах педагогов разных регионов России. Но как при этом будут учитываться региональные особенности, вообще на сегодня не ясно вообще никак. Да? И вы понимаете, что это затронет в республике реорганизацию учреждений больше 1500 учреждений. Да? А реорганизация даже одного учреждения – это очень непростой процесс. И затронет огромное количество людей и по вопросам труда, трудовые отношения, и пенсия, и вообще все, что угодно. Да? Поэтому вот там в докладе, я думаю, вот эту часть, как бы, да, вот Алевтина Петровна и наше Министерство образования, мы рассматривали этот вопрос, когда хотели перевести 2 школы, Якутский городской лицей и физико-технический лицей, по-моему, да, или какой-то на государственный уровень в городе Якутске. И это не получилось. А это 2 городские школы, которые здесь. Потом рассматривался и несколько лет вопрос горный район, и еще какой-то район, да? То есть республика, Минобрнауки над этим вопросом давно работала и анализировала. И понимает, что это очень сложно, да? Сейчас мы готовимся к тому, что когда будут приняты вот эти изменения, в том числе там закон о местном самоуправлении, как бы получится так, что с федерального уровня нам придется вопросы этот решать довольно быстро. И, возможно, все вот эти вопросы, которые касающиеся именно финансирования оплаты труда людей, они, ну, вот здесь могут быть как бы риски очень большие. Поэтому я вот как-то думаю, что можно ли в докладе все-таки вот сказать о том, что это все-таки связано с рисками, да? И обновление регионального законодательства и региональные решения именно в этой сфере, по этому вопросу, они требуют вот как-то общественного, ну, обсуждения. Да. Потому что я помню, как мы вводили нормативное финансирование, да, ИНСОТ, а я как бы начала работать в советское время, как бы потом школы стали государственными, потом стали муниципальными, теперь как бы мы снова станем государственными, и даже я вот как-то, ну, сильно переживаю, честно говоря, по этому вопросу. И вот то, что в докладе поднимаются вопросы, которые всегда актуальны для нашей республики, это языки, образование и кочевые школы, это очень хорошо, потому что вот Министерство образования в марте провели зональные форумы, практически охватили всю республику, форумы, которые посвящены году педагога-наставника. В них участвовали все учреждения, и на базе нашей международной арктической школы приезжала вся Арктика, весь север, да? Все делегации, директора. Да. Было очень много обсуждений, очень активно все это ходило. И в том числе были некие рекомендации, и наши педагоги Арктики тоже поднимали, что надо уникальную модель кочевой школы продолжать и развивать, сохранять. Меры поддержки педагогов, этот вопрос назрел. И в том числе такие новые категории, про которые стали говорить, это не только педагоги, наставники, методисты. И, ну, конечно, вот отмечали еще педагогов по родным языкам литературе, и именно коренные малочисленные народы. Потому что часто педагогами привлекаются тоже люди, носители языка, может, даже педагогического образования.
образования. И, конечно, что необходимо какие-то дополнительные меры по привлечению молодых кадров и по стимулированию у нас педагогов всего роста. Вот эти форумы прошедшие, они показали, что сейчас все педагоги республики ожидают, что вот та инициатива, которая получена, что будет новый закон, и этот закон будет специально как бы посвящен повышению статуса педагога, да, что он расширит меры поддержки, да, в системе образования. У нас получается, вот я специально посмотрела, да, в 2019 году в Казахстане. Там сделали этот закон, как систематизировали все обязанности, там, да, и вопросы. И у них такая норма, например, заработной платы в образовании не 18 часов, как всю жизнь было, а 16 часов. Но это просто, конечно, очень мера, да. Кто еще другие? Смотрели повыше статуса педагогов в Алтайский край, Ульяновской области. Они приняли, по-моему, и они, что директор может быть, оказывается, совершенно разный. Поэтому это доказывает, какой подход. Алтайский край, они просто в своем заколивают граду реально народ, например, да, и в среднее профессиональное образование, они тоже в российском законодательстве, в Конституции, это тоже гарантия бесплатного образования. А у нас сейчас там смешивается как бы подход к бесплатному образованию и контрольные цифры приема, и остальные все платные. Поэтому здесь, как, если статья уточнится, этот пункт, он может на самом деле будет довольно перспективным. Спасибо. Спасибо. Ну, в общем, у меня доклад, конечно, очень объемный такой, существенный. Я второй доклад, по-моему, изучаю, с прошлогодним сравниваю, да. И хочу сказать, что он является ориентиром. У вас очень много предложений конкретно для исполнителей. То есть даже вплоть до того, как создание там школы, по-моему, да, время перемен, что ли, или так далее. Вот такая конкретика идет, это очень положительная вещь, потому что возьмет, значит, директор школы, он будет смотреть, как ему дальше работать, да. Вот это один момент такой. И я бы хотела сказать, что, ну, поскольку тут речь идет об образовании, вот как инициатор законопроектов о кочевой семье, и, соответственно, после него был принят закон о кочевой школе. Потому что семья – это базовая, и мы же исходили всегда от состояния традиционного хозяйствования. А для того, чтобы оленеводство развивалось, это особая профессия, особый такой способ жизни, что там учатся с рождения. То есть оленеводы рождаются, они воспитываются. Вот не учи их быть оленеводами, если они не знают природы, не знают особенностей оленей, не росли на бессознательном уровне, не воспринимали, они никогда не воспримут. Поэтому вот закон о семье и был инициирован тогда. И тут еще вторая штучка была замешана. Почему появился закон о кочевой семье, о школе? Потому что здесь предполагалось, чтобы закрепить еще, то должны они на местах, там в кочевье, учить своих детей, хотя бы начальное образование дать им. И второй момент был подспудный, о том, что министерство пойдет на то, чтобы женщины, работающие в оленестаде, были одновременно учителями этих кочевых школ. То есть они бы получали заработную плату. А сегодня почему у нас женщины не остаются в оленестаде? Потому что у них нет заработной платы, они просто так. Вот поэтому с этой точки зрения то, что вот в отчете достаточно уделено этому вниманию, меня, например, лично радует, да. Но мне бы хотелось вот, чтобы, вот поддерживаю полностью тот момент, что это уже достаточно давно
принятые законы в республике, и сегодня должны в определенной степени там внесены должны быть какие-то поправки в эти два закона. И второй момент. Вот кочевая семья, она по нашему примеру, мы как бы подтолкнули все арктические субъектов. Сегодня Ямало-Ненецкий район, Ненецкий автономный округ заговорили о том, что вот этот закон им нужен. Хотя, например, на Ямале там очень большой процент семейного кочевания. Вот они как бы примером для нас являются. Поэтому я полагаю, что здесь будут изменения. И второе, уже чисто такой момент есть. Меня вот никто не сказал, к сожалению, говорили много об образовании. Вот то, что убрали начальное профобразование, вот это меня очень тревожит. Но у нас же рабочие профессии не ушли, они наоборот усложнились, так ведь, да? Если мы их учить не будем сегодня, то кто же нас будет обслуживать? Те же телемастера, скажем, да? Или еще какие-то такие должности. Поэтому тут акцентировать надо. Вот это, да, надо вот каким-то образом, Насим Михайлович, вот это прямо акцентировать на том, чтобы профтехобразование было восстановлено. И, может быть, выйти даже на российский уровень с этим предложением. Нельзя без рабочих профессий, как у нас они учиться не будут, да? И еще одно, может быть, предложение такое чисто коротенькое. Меня всегда волнует уже давно, это что надо подойти к вопросу развития, состояния развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности населения. Может быть, уже возьметесь вот его расширить. Потому что это очень-очень важный момент. Доклад следующего года у нас будет. Да. Сельские территории. Очень важный момент. И если вы подтолкнете население... Да, да. А мы-то заговорили давно, помню уже лет 7 или 8 назад о продовольственном, о начале голодовки. Все, спасибо. Спасибо вам. Когда это ваши предложения войдут в доклад следующего года. Как в прошлом году вы говорили про Арктику. Мы вас послушали и включили. Да, но моя, наверное, шкура чувствует болячки общества. Спасибо. Так, ну, пока вот здесь находится. Подождите, по-вашему, вас тоже касается образование? Да. Ну, вот кочевые школы, очень приятно, что они получили дальнейшее развитие и получили новый импульс в своем развитии. Начинались они в Момском районе. Сосыр, да, Негейн, и еще вторая была школа. Это 80-е, 90-е годы. Вот, они тогда начинали. Вот. И вот по школьным этим вопросам тоже у меня еще один вопрос. Мы сейчас, не так давно Владимир Владимирович Путин говорил, что основными предметами для патриотического воспитания являются русский язык, литература, история, обществознание, география. Вот. Ну вот я хочу коснуться предмета география. География, сейчас вот, например, меня просят вот прочитать лекции по географии Якутии в высшей школе менеджмента. Как называется? ВШИМ. Вот, потому что, говорят, не знаем Якутию, не знаем вот эти экономику и так далее. Специалисты вот, с высшим образованием, они вот испытывают недостаток знаний вот по этому предмету. Поэтому я думаю, в этом плане надо как-то в планы внести коррективы какие-то. Планы подготовки там, колледжей, там, институтах и так далее. Ну, в Северо-Восточном федеральном университете, наверное, тоже надо вводить вот этот предмет, который, наверное, должен быть, играть наиважнейшую роль в дальнейшей жизни всех наших выпускников, руководителей будущих. Ну и Владимир Владимирович Путин в свое время тоже говорил, что география – это особая наука. Надо вот ее всем преподавать, всем, как говорится, учить. Поэтому это что касается географии. Поэтому вот второе, и дальше вот по педагогике еще. Мы в свое время, бытность свою,
депутатом 4-го созыва, с Ольгой Николаевной мы тогда были, добились того, чтобы оплачивали проездные для выездов на соревнования. Вот Татьяна Валерьевна тоже помнит, Северные Улусы, вот, из бюджета. Потому что нас заставляли, до этого времени нас заставляли глав. Вот, ищите деньги сами, отправите. Нет, так нет, не будете участвовать. Вот соревнования, олимпиады и так далее. Поэтому вот это, наверное, тоже как-то в бюджете или как ли надо это рассмотреть и включать выезды для северян вот, на соревнования, олимпиады. Так же ведь, Ольга Николаевна? Вот. Ну, если все, да, все улусы поддерживаются, арктические. Ну вот, хорошо. Дальше развивать. И вот, ну, а дальше у меня еще, недавно я был по поручению Николая Дмитриевича в Нижнеянском, многострадальном Нижнеянском, который печати все время печатает, да, то, что там люди совсем умирают, и там вообще жить невозможно и так далее. Ну, вот я ознакомился там с положением дел. Ну, конечно, многострадальные, я хочу сказать в кавычках. Люди живут в квартирах, ну, конечно, ветхого жилья очень много, а в квартирах полностью благоустроенных, там горячая вода, холодная вода, и в какой деревне у нас такие условия есть, да. Поэтому, конечно, там есть вопросы, которые они хотят решить, ну, снос ветхого жилья, переселение и так далее. Вот. У них очень хороший, большой, оказывается, был бассейн, 6 метров глубиной, говорили, и вот который сейчас стоит без дела. Его надо реконструировать. Вот надо его тоже вот включить вот как инвест-программу. Вот. Дальше вот по районным коэффициентам, вот сейчас говорили, да, вот очень правильно. По пенсионерам у них тоже очень большие сложные проблемы. Вот, они говорят, части жителей она оплачивается по коэффициенту 1,5, а части жителей оплачивается по коэффициенту 1,10, 1,7. Поэтому там у них вот в одном поселке разные коэффициенты по пенсиям. Это тоже очень людей раздражает, видимо, и поэтому они просят в этом разобраться и как-то поддержать это. Да, конечно, и еще вот мы говорим, что сейчас северный завод. Вот, мы недавно тоже выступали и вот предлагаем, чтобы субсидировать. Ну, сейчас у нас торгово-логистические центры основываются, да, 2 уже созданы, еще строятся. Вот. В этих центрах, конечно, очень большой перечень товаров сейчас оказывается. Я-то думал 10 там наименований. Мука, крупа, мука, хлеб, да, масло и все. А сейчас, да, очень разнообразный ассортимент. Но, конечно, и цены такие, ну, божеские, так сказать. Да. Ну, алкоголь, говорят, это уже не санкционировано, они сами, наверное, занимаются. Вот, поэтому в этом плане вот, а для мелкого, это, ну, крупный бизнес, он всегда завезет, там, вот, через категории товаров, там, первой категории, второй категории, да, строительные материалы и так далее. А вот для малого бизнеса, который занимается продажей там необходимых товаров, ну, там, ниток, там, иголок, пуговиц, для них тоже нужна поддержка. Они накручивают цены вот за своих транспортных расходов. Вот. Ну, конечно, для торгово-логистических центров там предусматриваются субсидии, и конкурсы объявляются, и там возмещается. Поэтому в этом плане тоже для малого бизнеса тоже надо как-то продумать, как им возмещать транспортные расходы. Вот тогда будут у них цены, да. Так, и, конечно, по свободе перемещения по территории, да, у нас да, по дорогам, Иван Иванович тоже всегда очень беспокоится по этому вопросу. Ну, вот сейчас мы, если в настоящий момент нам нужно уже начинать проектировать, изыскательские работы вести по дорогам на север, по меридиональному направлению, вдоль рек. Вот, как вот планировал Сталин от Тополиного через Батагай к Северному Ледовитому океану, вот, но с его смертью это остановилось. Сейчас вот надо вот эти работы возобновлять и уже начинать работу, потому что автозимники сроки очень сокращаются.
Ну, будет, наверное, момент, когда их вообще не будет. Вот. Ну и последнее, по грантовой поддержке. Вот, Иван Иванович тоже очень беспокоится по этому вопросу. Вот. У нас политика поддержки молодежных инициатив там, и других, так, сельскохозяйственных, там все идет по грантовой системе, по системе грантовой поддержки. Но это, считаем, в корне неправильно. Это получает, ну, там избранные категории людей, наверное, вот, которые постоянно получают. Точно. Да. И те, которые, ну, наверное, имеют возможности участвовать в этих конкурсах. А не все имеют возможность такую, потому что интернета во многих арктических улусах, отдаленных на слегах нету интернета. Поэтому они даже не знают, что так существуют такие программы. Вот, у меня все. Хорошо, спасибо. Да. Так, Иван Иванович, буквально у нас остается 3 минуты. Ага. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, я очень коротко, буквально, наверное, в течение 1 минуты постараюсь. Да, отличный доклад. Тоже вот, сколько было времени, мы ознакомились с ней. И вот от комиссии по науке я хотел сказать, что Вера Егоровна сейчас в пути находится, поэтому предоставила мне слово сказать. В общем, единственное, что я хотел, мы полностью ознакомились, особенно с пунктом 3.1 и с разделом 3. Там, безусловно, очень хорошо написано касательно начального профессионального образования, что это действительно является популизмом и вообще вредным. И в целом и 10-я статья, о которой сейчас говорили, я соглашусь с коллегами, которые, ну, не буду их повторяться, здесь надо очень осторожно подходить к законам, в том числе к конституционным. Потому что вот год там касательно наставника, который написано, год наставника он пройдет. Безусловно, у нас в республике очень серьезная, сильно развита значит, помощь и поддержка вообще школьников и молодежи. Допустим, если сравнить с другими регионами, она совсем не сопоставима. И, безусловно, вот шаг в будущее профессии и так далее, там везде есть научные консультанты, научные руководители, наставники. И, безусловно, надо что-то менять, менять и в региональных законах касательно вот усиления. Но год пройдет, и будет другой год. То есть здесь надо очень осторожно подходить к этому. Поэтому работа у нас ведется, и в рамках соглашения с Конституционным советом и Общественной палатой у нас, я помню, есть предложение, в том числе Надежды Михайловны Зайковой и других. Поэтому в рабочем порядке мы предоставим эти предложения и комментарии по этому. Поэтому в целом очень здорово, и к сведению мы приняли, и действительно там очень хорошо прописано касательно всех вот этих законов и прочее. Поэтому наш комиссия включится в работу по докладу. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемые коллеги, уважаемый Алексей Михайлович, у нас обсуждение доклада пошло очень живо, да? Да, и очень интересно. Времени даже не хватило 2 часов. Да. Вот, поэтому в следующем году будем по сельскому хозяйству, это мы вообще будем, наверное, 4 часа сидеть. 2 часа планировать, сразу планировать, да, побольше. 4 надо будет планировать. Большое спасибо нашим коллегам, да, из Конституционного совета. И большое спасибо. И будем еще дальше работать, обсуждать. И следующее обсуждение будет у нас по Арктике. 11 числа.